Спасибо вам, что пригласили. Действительно, Ахмад Хаджи Кадыров – это легенда, это человек, который очень много сделал для чеченского народа, для народа Северного Кавказа, для России в целом. Человек такая очень легенда, легендарная личность. Я действительно очень долгие годы знаю. Вот вы правильно сказали, что мы и работали совместно, и когда Ахмад Хаджи возглавлял Чеченскую республику, будучи главой администрации, это было самое тяжелое время. Практически легких времен не бывает, но это не был какой-то переходный период там, от одной общественно-политической формации или там как бы из социально-экономического какого-то поля в другое. Это была, по сути дела, война, это были вызовы нашему государству, это вызовы чеченскому народу, югу нашей страны, да и в целом нашей стране. И вот тот период, ну я и раньше знал и семью, в принципе, в нашей республике, тогда это была Чаной-Ингушетия, семью Кадырова знали хорошо, потому что это такая семья, которая очень много было религиозных деятелей, людей, которые не просто знали там религиозную там, догматику, а люди, которые очень много еще в те времена совершали хадж, люди, которые выступали в примирительных комиссиях. Это человек, который был, он не сам по себе был, это человек, который вот, уже от деда, прадеда, и вот человек такой с биографией. Но если говорить непосредственно об Ахмад Хаджи Кадырове, это действительно та личность, которая появляется на определенном нужном историческом этапе и в стране, и у народа отдельно взятого. Ну и, конечно, вот это доверие, которое наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин оказал Ахмад Хаджи, и понял, что именно он может в этот период, вот в этот сложный период возглавить республику. Ну, сказать вот в том понимании, в академическом, что эта республика была уже вот со всеми как бы программами, беспроблемно, это было бы слишком. Это действительно, по сути дела, там была война, разруха. Чеченская республика, по сути дела, вышла из конституционного поля тогда Российской Федерации. И шла у людей переоценка ценностей. И вот именно в этот период, сложный период, я считаю волей Всевышнего и государевым решением, и, конечно, это было решение чеченского народа, Ахмад Хаджи тогда взял на себя всю эту полноту ответственности, власти и сделал так, чтобы сегодня мы с вами являемся свидетелями того, что Чеченская республика сегодня это такой вот политически стабильный, экономически развивающийся регион, красивый как город, и республика сама. Я считаю, что это во многом заслуга именно Ахмад Хаджи. Ну и славные дела Ахмад Хаджи сегодня продолжает Рамзан, сын. Я работал и с отцом, с Ахмад Хаджи, и с Рамзаном. И могу отметить самую главную черту, что вот мое глубокое убеждение, что Ахмад Хаджи хотел именно такой видеть город Грозный. Он хотел, чтобы была консолидация общества, он хотел, чтобы был мир, согласие, спокойствие на территории Чеченской республики, да и в целом на Северном Кавказе. Я помню, с каким трудом мы вместе очень часто обсуждали, мы днями, ночами иногда не просто сидели там, вот, как бы переживали, а очень многое делали совместно, потому что эти проблемы, они были, по сути дела, и на территории Ингушетии, будучи президентом, я хочу подчеркнуть, всенародно избранным президентом, тогда у нас было 34 кандидата из 34 кандидатов. И вот я помню, с какой радостью мое избрание и воспринял и Ахмад Хаджи, он приехал, и мы очень много нам удалось сделать того, что как бы это было время упущенных возможностей до этого, и очень много для решения проблем беженцев. Вот представьте себе 300 с лишним тысяч беженцев,
разрушен город. Мало кто верит, что там что-то будет положительное, что там когда-то город восстановится. Но я, как и Ахмад Хаджи, мы верили в это. Почему? Потому что мы знали силу этого народа, мы знали жизнестойкость, жертвенность этого народа. Ну и знал я, конечно, характер Ахмад Хаджи. Он пропускал, это вот был такой, знаете, человек, я это подчеркиваю всегда, это человек, который казался такой, ну, внешне такой вот очень суровый человек, а на самом деле очень такой добрый, ранимый такой человек был, переживающий за все. И я вот помню, когда он сказал, что самое главное сейчас стройку мы будем как бы осуществлять города, восстанавливать город, но очень важна сегодня культура, здравоохранение и образование. Человек, который его не знал, он сказал бы, ну о чем сейчас речь, надо восстановить элементарные вещи, все. На самом деле у него на первом плане это было, ну и, конечно, консолидация общества. Он сделал все, чтобы не было раскола в гражданском обществе, в религиозном обществе, чтобы консолидировать людей, которые стояли на совершенно разных, я бы сказал, противоположных точках зрения, которые имели вот совершенно полярные точки зрения на видение на тот или иной вопрос, но он умел объединять людей. Это вот такая вот очень интересная черта была, которая, я думаю, что она природная. В нем была вот такая мудрость, знаете, я бы сказал, мудрость и религиозного человека, он же был очень образованный религиозный, и мудрость такого светского человека, который вобрал вот самое лучшее. Конечно, в тот период взять на себя ответственность, это было не так просто. Потому что у нас люди любят, отдельные люди, там, как бы, люди любят там, саму власть, вот, как бы пребывание в ней, но не работу в ней, не тяготы лишения, которые связаны с этой властью, не ответственность, вот как бы пребывание в ней. А он был совершенно другой. Он понимал, что это очень такое тяжкое время, и я увидел в тот период, когда к нему шли люди. Вы понимаете, тогда и бюджета как такового большого не было, и город был в руинах, по сути дела, но была вера в этого человека, была вера у людей и у него тоже. Он как очень лично воспринимал, что когда что-то слышал связанное, что вот что-то случилось такое, где-то кто-то пострадал, где-то что-то там случилась какая-то конфликтная ситуация. Это вот в этом плане был очень удивительный человек. Я помню, накануне референдума, это очень важное было событие в общественно-политической, вообще в политической жизни и России, и чеченского народа. Это первый конституционный референдум, который состоялся в марте 2003 года. Подготовка была очень большая к этому дню. Ну и скажу, как есть, очень много было противников, в том числе и отдельных политиков, которые, казалось бы, и в Москве, ну я уж не говорю за Европу, там, которые приезжали с парламентской ассамблеи Совета Европы, и Совета Европы, и вот там было очень много всяких организаций, ну, были и такие гуманитарные организации Объединенных Наций, которые беженцам помогали, но были и организации, которые были политизированы, в том числе и отдельные наши так называемые общественные деятели, они не все воспринимали, то есть отдельные люди хотели, конечно, чтобы было вот это продолжение того, что вот как бы ни мира, ни войны. Он совершенно четко сказал, мы будем проводить референдум, мы в этом плане очень много успели провести работы, и в парламентскую ассамблею Совета Европы летали, там выступали перед депутатами, оттуда приезжали, с беженцами встречали. И вот это, конечно, исторически, это его одна из самых таких больших заслуг, это конституционный референдум, который состоялся в марте 2003 года. То есть это референдум, на котором чеченский народ сказал, что мы себя не мыслим вне состава Российской Федерации, мы часть России, мы переживаем за то, что происходит в стране, и мы себя не представляем без Российской Федерации. Вот такой период был, и я считаю, что это тоже заслуга его. Ну и, конечно, я возвращаюсь к тому, что сказал. Сегодня мы видим
Даже уже в период Ахмад-Хаджи уже были несколько сотен уже восстановлено дошкольных, школьных учреждений, вузы начали работать. Понимаете, мало кто в это верил. Я помню, мы были в Грозном, он был такой уже практически, по сути дела, Сталинград после войны. И мы вышли после офиса, такой временной администрации, приехали с Москвы, ребята, которые знали ситуацию, они верили, а мы были такие скептики, которые не верили, что город будет восстановлен. И уже прошло небольшое время, я им говорю, посмотрим, вот увидите, небольшое время пройдет, условно я говорю, года 3-4, и вы этот город не узнаете. Естественно, мало кто в это верил, но посмотрите сегодня, один из красивейших городов нашей страны, это город Кудея. Ну и, конечно, самое большое богатство, самая большая красота – это люди. И очень важно, чтобы люди себя чувствовали комфортно. И сегодня и там рабочие места создаются, и проблемы экономики решаются, и инвестиционная привлекательность стала Чеченская Республика. Аэропорт заработал. Вот сегодня посмотрите, какая загрузка, сколько самолетов оттуда летает. Ну и, конечно, это то, что хотел Ахмад-Хаджи. И светлая ему память. И, конечно, он человек всегда останется в истории и российской, чеченского народа, народов Кавказа, потому что человек, который пожертвовал собственной жизнью для того, чтобы воцарился мир, согласие и спокойствие на территории Чеченской Республики. Расскажите о политике в начале чеченских событий и почему он изменил свое отношение к России. Вы знаете, он не менял свое отношение. Мы должны понимать, он сын своей страны, России великой, вечной державы. Он сын своего народа, чеченского народа. И когда случилось в стране, когда Советский Союз распался, когда эти события тогда в республике произошли, когда этот международный терроризм туда зашел, и тогда у людей, у многих происходила переоценка ценностей. Люди не могли понять, как так может быть, почему такое случилось, почему, и никто не мог на это ответить. Даже самые опытные политики, но я вам скажу, что он цельная натура был и тогда, и потом, и он там говорил, что там он одно видел, видение у него было другое. Я вам скажу, что самое главное в нем было, это он любил и народ своей страны, и Россию любил, и Советский Союз, и чеченский народ. И в этом плане все остальное, оно ничего не значит. Поэтому у него не было там влюбленности в каких-то политических формаций, там каких-то лидеров. У него было четкое такое понимание, что страна должна быть целой, что чеченский народ должен быть консолидирован. И, конечно, в этих условиях он был сложный период. Что там говорить, там самый опытный эксперт, самый опытный политик. А он человек опытный был, он был такой основательный, который никогда не делал сгоряча ничего. И, конечно, очень трудно нам было понять. Вот я вам расскажу, что мы много раз сидели и думали, а что должно еще случиться? Случилось все. Чтобы люди поняли, чтобы у людей произошла переоценка ценностей. Я повторяюсь еще раз, да, чтобы люди поняли, что так дальше нельзя, что есть у нас одна формула, это один блок, одна страна, один государь, одни помыслы и одни дела. Вот у него эта формула, она была, но вот эта обстановка, которая была вокруг, она, конечно, каждый день вносила какие-то коррективы, и непонятно было, что происходит, потому что очень много было наводнено всевозможными эмиссарами республика, очень много было тех, кого мы называем международный терроризм, с этим надо было бороться. И, конечно, тогда Владимир Владимирович очень много сделал, он, по сути дела, вытащил страну, которая уже не просто одной ногой, а уже была в пропасти. И вот именно тогда, в тот период, находятся личности, на которые опирается. Вот это та личность, которую я возвращаюсь к тому, что к первому разговору,
Конечно, я считаю, что если брать, вот просто формулу, если брать, то, что сегодня стабильно, спокойно, консолидировано, вот, то, что там сегодня строится новая жизнь, это прежде всего заслуга президента Российской Федерации, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Это заслуга Ахмада Хаджи Кадырова. И сегодня я могу сказать, что это заслуга Рамзана Ахмадовича. Ну и, конечно, прежде всего это заслуга чеченского народа. Многонационального, многоконфессионального народа, который стремится к лучшему. И, конечно, я уже возвращаюсь к тому, что говорил, хочу еще раз подчеркнуть, самое большое богатство это, конечно, люди. Люди, которые поняли, приняли и вместе со своими лидерами сделали все, чтобы наша страна, Чеченская республика, республики Северного Кавказа, остальные были свободными, конкурентоспособными, чтобы они навеки вечные оставались в российском конституционном поле.